Из Коми СССР на защиту Родины отправилось свыше 170 тысяч человек. От своих военной специальности танкистов, артиллеристов, саперов и многие другие бойцы воевали на всех основных фронтах. Отдельное место в истории войны занимает воздушный фронт, на котором сражались летчики. Воздушный фронт — так и называется экскурсия, которая будет проводиться на выставке «Мы жили ожиданием победы», посвященной 75-летию победы в Великой Отечественной войне. На фотографии, расположенной на этой выставке, изображена сцена неформальная, где летчики на отдыхе между полетами. Среди них Шучалин Мефодий Дмитриевич, уроженец села Обьячево Прилузского района. Он окончил Качинскую авиационную школу пилотов и воевал в Советско-финляндской и Великой Отечественной войнах. Был награжден орденом Ленина, орденом Красного Знамени и орденом Красной Звезды. Был летчиком и подполковником. На экскурсии ребята смогут узнать о подвигах уроженцев Республики Коми, служивших в военных воздушных войсках Красной Армии. Погрузятся в мир авиации и узнают о легендарных самолетах 40-х годов. Также ребята смогут собрать собственную модель советского истребителя Як-9. Серия самолетов Як создавались конструкторским бюро во главе с Александром Сергеевичем Яковлевым. Одним из самых массовых истребителей Великой Отечественной войны был Як-9. До 1948 года было произведено около 17 тысяч боевых машин в 18 различных вариациях. Як-9 представлял собой одноместный, одномоторный поршневой моноплан с свободно несущим крылом. Он производился со смешанной конструкцией, состоящей частично из дерева, дюраля, фанеры и полотна. Як-9 начал производиться в конце 1942 года. Истребитель участвовал в боевых сражениях в воздухе, начиная со Сталинградской битвы. Як-9 мог сражаться с знаменитыми немецкими истребителями Мессершмитт на равных. Более того, на малых высотах этот истребитель имел некоторые преимущества. Самолет Як-9 обладал высокими техническими характеристиками, хорошей маневренностью и пилотажными качествами. Какую роль играла авиация в годы Великой Отечественной войны? Чем отличается биплан от моноплана? Как у конструкции бывают самолеты? И почему так много производилось модификаций? Ответы на все эти вопросы мы сможем найти на экскурсии «Воздушный фронт».